Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем наше собрание Республиканского методического объединения учителей начального класса. Сегодняшнее собрание у нас будет посвящено одному большому вопросу. Это реализация проекта «Смешанное обучение совместно с Учи.ру». Мы взяли на это собрание несколько вопросов, но потом впоследствии, как выяснилось, достаточно большие и емкие вопросы, и поэтому дополнительно еще назначено собрание на 27 июня, где будут рассматриваться вопросы касательно всероссийской проверочной работы. Итак, сегодня мы с вами познакомимся с опытом реализации этого проекта Пушкинской гимназии. Преподаватель будет представлять, Деркач Карина Прокопьевна будет представлять как раз свой опыт и покажет, как ей удалось реализовать этот проект. Проект сам по себе был очень такой, так скажем, маленький, да, всего длился он 2 месяца. Это был апрель и май. Вот. Если вы выйдете на сайт Института развития образования и в разделе «Проекты», вот прям можно зайти, да, «Смешанное обучение» вместе с Учи.ру, этот проект представлен. Там представлены 5 школ, которые участвовали в этом проекте. Комбинациональная гимназия, Пушкинская гимназия, средняя общеобразовательная школа номер 12, номер 21 и номер 30. Что такое смешанное обучение, тоже можно дополнительно прочитать здесь информацию. Вот. Ну, вкратце так скажем, что смешанное обучение – это форма обучения, которая выстраивается на нескольких методиках. И основные 2 методики, которые есть в этой технологии, мы взяли, и как раз Галина Прокопьевна вам представит, ей удалось опробировать обе методики. Все, что касается по результатам работы и как была выстроена работа, по тому, каким образом удалось, не удалось реализовать этот проект, мы будем, наверное, скорее всего, освещать потом в дальнейшем на собраниях, так как планируется провести большой круглый стол, это будет где-то сентябрь-октябрь, совместно с руководителем данного проекта. Это Александр Евгеньевич Клименко. Он является специалистом Учи.ру и являлся как раз руководителем проекта «Смешанное обучение Учи.ру». Я слово представляю Галине Прокопьевне. Она вас как раз познакомит со своим опытом работы. Извините, пожалуйста, куда-то я не туда вошла. Так, не туда вошла. Угу. Вот это, да, наверное. Что-то я не тут делаю. Добрый день. С электронными образовательными ресурсами мы работали уже давно. Наша Пушкинская гимназия работаем мы уже с 1 класса. В 1 и 2 классе мы освоили программу ресурсную. Это Я-класс. Детки в 1 и 2 классе погрузились полностью в решение задач на Я-классе. Это была внутренняя наша сеть, в которой работали наши детки. В 3 классе я уже познакомила ребят с такой программой, как Learning Apps. Ребята с удовольствием работали на компьютерах. Работа была вначале устроена при помощи групп. И я видела, как ребята мотивированы на учебу, как им интересно было заниматься Learning Apps. И потом я продолжила работать с цифровыми образовательными ресурсами. И в конце 3 класса, когда пришло такое интересное задание, как поработать, пообщаться с Учи.ру. И мы взяли 2 таких направления, как перевернутый класс и ротация станций. Более всего мне понравился перевернутый класс. Почему я выбрала эту форму работы? Прежде всего, это новый формат урока. Потом мне хотелось повысить результаты ребят в классе по математике. Хотя они хорошо учатся у меня, но тем не менее всегда можно улучшить качество знаний у ребят. Очень интересно мне было, смогут ли они самостоятельно осваивать материал без учителя. Потом необходимо было какие-то провисающие моменты в программе вывести на более высокий уровень. И поэтому взяла я эту программу с удовольствием, потому что знала, что она поможет мне в планировании и в решении предметных результатов. Вначале, когда я выбрала эту программу, мне показалось, что будет очень легко работать,
что можно просто прочитать дома эти карточки, посмотреть, какое время примерно на них будет затрачено на уроке, но потом я поняла, что просто прочитать карточки и прорешать их, и зафиксировать время, которое уходит у учителя на эти карточки, недостаточно. Надо было очень серьезно подойти к тому, как сформировать работу в классе, опираясь на группы детей. Вначале попробовала я поработать просто. Выбрала ребят, разделив их условно на 2 группы. Просто так. Они поработали у меня, я поняла, что проблема у меня возникла такая, что я не укладываюсь во время, что получается чуть-чуть побольше времени, чем планируется по данной программе. Там отводится ровно 20 минут на группы. И когда я уже дома села, посмотрела, проанализировала результаты, то я решила выбрать такую методику. Разделила класс на 2 группы. Это сильные учащиеся по математике и ребята, которые чуть-чуть послабее. Но это условное деление, вы прекрасно понимаете. Сильно учащиеся, они, как правило, быстрее выполняют те карточки, предложенные учителем. И когда мы делим класс на группы, они выполняют эту работу, потом они переходят на место за парты, садятся. И на их место за компьютеры садятся ребята уже более средненькие. И им как раз и отводится ровно 20 минут. А те ребята, которые были в первой группе, это сильно учащиеся, они могли порешать еще с учителем дополнительный материал, который требовал выхода уже за внепрограммный материал. И было очень интересно ребятам поработать вначале на компьютерах, освоить материал этот, потом закрепить его с учителем, а потом еще подняться еще на одну ступеньку выше к вершине знаний. В конце урока ребятки совмещались, первая группа и вторая, и мы проводили итог урока. Чему же мы научились за это время, когда мы работали на компьютере. И плюсы отмечали, минусы отмечали. Ребята говорили, что нам удалось, что нам не удалось. Таким образом проводился итог урока в конце. Но достаточно было учителю зайти на переменке на Учи.ру, посмотреть статистику класса, то как раз можно было увидеть, что ребята, кто-то больше справился с заданиями, кто-то меньше справился. Потому что в статистике класса вы можете сразу же увидеть проценты, с которыми ребята пришли к выполнению заданий. И первые уроки у нас было 8 человек, 7 человек выполняли по 100%. А когда они поняли, что это такое, и как работает эта система Учи.ру, качество повысилось, и качество заданий, и скорость ребят тоже повысилась. И уже в конце урока они приходили уже с более лучшими результатами, и сильная группа, и слабая группа. Условно мы, конечно же, об этом говорим. И можно было еще перед уроком с ребятами обговорить критерии. Как мы будем оценивать работу, когда они будут выполнять карточки на компьютере? И можно было сделать коридор оценок. Если выполняете, предположим, 90-100%, значит у вас оценочка 5. И ребята с удовольствием, мотивированы на такое решение, знали критерии оценивания, они спокойно работали. На переменке я подводила итоги и уже видела, кто из ребят справился с заданием, у кого что-то не получилось. Исходя из этого, учитель уже мог дать спокойно домашние задания. Те ребята, которые на 100% выполнили весь материал, домашние задания не задавала, потому что программа была освоена именно качественно, хорошо, во время они тоже уложились. А те ребята, которые немножко где-то не успели, что-то где-то у них не получилось, я им предлагала или повторить вот эти данные карточки, данные мои уровни, которые они прошли на дома во время домашнего задания, или дублировала карточки какие-то по данной программе, по данной теме сама. И ребята с удовольствием выполняли и дома, и выполняли это задание еще и на карточках. Таким образом, у ребят, конечно же, качество знаний повысилось, мотивация на учебу, конечно же, тоже повысилась. Более того, мы увидим, что связь была с чтением. Ребята стали лучше читать, скорость чтения увеличилась. Увеличилось и понимание прочитанного текста, что требуется от них. Конечно, это замечательная форма работы. Очень понравилось и то, что
в данной методике существует несколько уровней разработки карточек. То есть ребята, можно предлагать им карточки с первого уровня, самого среднего, слабого уровня, да, до более высокого уровня. И ребятки, начиная с самого начала, могут повторить эту тему, потом прийти к более усложненному варианту и потом уже сформировать умения по данной теме. Что еще нравится вот в этой УЧИРУ? Дело в том, что в этой программе очень хорошо работает олимпиадное движение. То есть ребята, когда они познакомились с УЧИРУ, они очень хорошо включились именно в работу и по математике дополнительные задания были даны, и значит, по русскому языку, и по окружающему миру. И они с удовольствием выходили в олимпиадные вот эти ресурсы и решали данные задачи. Очень радовало, конечно же, качество заданий. Задания были очень интересные. Более того, на заданиях была еще инструкция, то есть алгоритм, как, предположим, решить составные задачи. Была инструкция, алгоритм, как правильно умножать многозначное число на однозначное число. То есть пошагово ребятки видели, как это выполняется. И там в этих заданиях еще были и веселые звери, которые радовались вместе с ребятами, что они хорошо выполнили данное задание. И более того, там еще было и словесное общение, то есть хвалили ребят: великолепно, молодцы, потрясающе. То есть ребята, когда видя вот такой свой успех в работе с материалом, с учебным, конечно же, они были очень довольны, конечно, глазки у ребят горели, и они с удовольствием ждали такие уроки. Поэтому я проводила уроков этих достаточно очень много, сама я загорелась этими уроками, и мне очень порадовало то, что качество знаний у ребят улучшилось, что ребята последнюю контрольную работу, которая была запланирована с администрацией школы, они написали без единой тройки, были только четверки и пятерки. Это, я считаю, очень хорошо. И вижу, что ребята заходят еще и на эту УЧИРУ и в домашнее время, потому что учитель может все это отслеживать, все это видно, все благодарности видны, все сертификаты детские, мы все это можем увидеть на этом сайте. Вот. И, конечно же, я ребят подстегивала, что молодцы, молодец Саша, молодец Максим, что выполнили вы такие интересные задания, умнички, что у вас получилось, что у вас не получилось. И вот такое погружение в УЧИРУ, конечно же, в конце учебного года, это, конечно, был как второе дыхание у ребят открылось в конце учебного года для того, чтобы усвоить материал 3 класса и получить хорошие предметные результаты. Достигли мы все планируемые результаты. Получали, конечно, мы большую поддержку учителя от администрации нашей школы, от завучей. Спасибо большое работникам КРИРО, они тоже помогали нам работать в этой системе. Сами организаторы приезжали с Москвы и тоже помогали нам, поддерживали нас. И внимательны были к нашим успехам и советы нам давали. Конечно, бы хотелось продолжить работу в этих проектах еще более основательно, на постоянной основе. Конечно, хотелось бы поработать не только в математике, но еще и окружающий мир захватить, и русский язык, потому что это очень хорошая, плодотворная почва для ребят, которые хотят знать, хотят учиться и хотят быть умными, талантливыми и вот такими мотивированными на учебу ребятами. Анна Прокопьевна, можно вам задать несколько вопросов? Да, скажите, пожалуйста, а вот вы не пробовали по другим предметам? Мне очень понравилось работать в математике, и поэтому я перешла еще и в русский язык. В русском языке очень хорошие программы по морфологическим темам. Очень хорошо. То есть можно узнать про русский язык полностью, в русском языке разбор и прилагательного, и существительного. И дается все это пошагово, очень доступно. Если ребенок, предположим, что-то не усвоил когда-то, в силу того, что он болел или уезжал, предположим, на какие-то соревнования, то его возвращают к первому заданию, и он повторяет его. И потом, как по лесенке знаний, он поднимается все выше и выше и выше. Да, действительно, русский язык меня тоже захватил. Просто у меня нет результатов по русскому языку официальных. А так мы работали в русском языке, и домашнюю работу я давала по русскому языку тоже на УЧИРУ. И очень мне приятно, что ребятки вот так работали хорошо в этой программе и ждали вот такие уроки.
Скажите, периодичность уроков у вас насколько частая была? Ну, вначале у нас планировалось небольшое количество уроков, но когда я увидела результаты, мы дали уроков достаточно много. То есть мы давали по 4 урока в неделю, потому что это было очень интересно, и детки были заинтересованы, я сама была заинтересована, и поэтому мы работали столько, сколько нам можно было работать в силу того, что уроков математики у нас 4 всего, да, поэтому мы захватывали, конечно же, все уроки математики, да, в силу того, что по программе у нас только 4, да, и работали в полном объеме, было очень интересно. И русский язык я тоже проводила, тоже в классе, давала на дом домашние задания, поэтому интересно, очень интересно. Скажите, которая из методик больше вам все-таки как-то понравилась? Перевернутый класс или ротация станции? Ну, вот перевернутый Или класс, удобнее? я работала в перевернутом классе, мне она понравилась больше. То есть я видела всех детей в классе и понимала, кто на чем спотыкается. То есть я уже видела, что кто-то где-то там сидит, видимо, что-то у него не получается, он долго вчитывается, внимательно, да, вот просматривает задание. И мне это было понятно, что где-то я могу эту тему с ним еще проработать, где-то карточку дополнительную дать, потому что дети были у меня на глазах. Вот, и поэтому мне было проще увидеть по их глазам, что понимают они, что нет. Да, такая обратная связь была тут же у нас с детьми. Поэтому мне проще было в перевернутом классе. Удобнее, да? Да. И еще вопрос. Скажите, пожалуйста, до того, как этот проект случился, вы каким-то образом пользовались этой системой УЧИРУ? УЧИРУ нет. Мы не Никак пользовались. система, Нет, то есть нет, да. когда Мы познакомились, да, и мы теперь дружим. Потому что я помню, что вот даже можно, если зайти, посмотреть Александр Евгеньевич Клименко, он нам говорил о том, что достаточно очень многие учителей, которые пользуются именно вот этой платформой УЧИРУ. И здесь у него есть даже презентация очень такая большая, шикарная. Вот он подводит итоги, сколько человек вообще, сколько учителей у нас пользуются, сколько учеников вхожи, да, в эту систему. Ну, я думаю, что, наверное, это как раз скорее всего на предмет того, что они использовали эту платформу с точки зрения участия в олимпиадах. Да. Да? На олимпиадах мы участвовали раньше, да, а именно вот в классе, вот прямо непосредственно в школе, да, олимпиады только все-таки были, да? Олимпиады мы всегда участвовали, олимпиадная движение с 1 класса, вот поэтому мы уже работали. Да, скажите еще, пожалуйста, вы не проводили анализ содержания заданий, которые даны на УЧИРУ, и заданий, которые в ВПР? Вот у меня пока 3 класс, поэтому мне еще, вот, наверное, в следующем году я буду такие более подробно рассматривать. Через ВПР вы еще не проходили? Да, пока еще нет, да. Мы на следующий год как раз и думаем, что мы не будем закупать тетради по ВПР, мы не закупили их в этом году, я хочу как раз поработать именно на УЧИРУ, в эти ВПРовские задания, порешать именно с этого сайта. Да, там есть специальное задание, которое... Да, там есть, да, такой вот есть, поэтому я вот планирую заняться и, в общем, адаптировать как-то эти задания вот к классу и как-то это поработать именно в классе, да, с этими работами ВПР, да, с сайта. Здорово. Спасибо, Галина Прокопьевна, вам за опыт. Я думаю, что это не последняя наша встреча. Вот. Других преподавателей, которые тоже участвовали из остальных школ, мы тоже представим, также пригласим. Сейчас у нас время такое пустое уже началось, да, поэтому не все оказались под рукой рядышком. Вот, поэтому Галину Прокопьевну будем приглашать нам. Очень приятно с вами было общаться. Приятно было наблюдать вас за работой в рамках этого проекта. Вот, и думаю, что неплохой результат, да, был. Да, хотя 2 месяца, проект был всего 2 месяца, но результат был неплохим. Поэтому можете заходить на сайт КРИРО и просматривать все материалы, которые касаются данного проекта, да, смешанное обучение, учить.ру. Спасибо за внимание. До свидания, до следующей встречи. Следующее собрание у нас 27 июня. Спасибо. Все.